К паводку район готовился заблаговременно. Проводился ряд превентивных мероприятий, которые способствуют в дальнейшем его безопасному прохождению. Так, в апреле в Ленском районе работала правительственная группа, которая проверила готовность района к весеннему половодью. Были проведены совещания, объезды и смотр сил и средств ответственных служб, предприятий и организаций, которые были бы задействованы в случае чрезвычайной ситуации. Смотр сил и средств проходил на площади Ленина, где традиционно была собрана техника и личный состав нескольких ведомств, сотрудникам которых предстоит бороться со стихией и помогать людям в период половодья. Это сотрудники МЧС, полиции, Ленской ЦРБ, службы спасения, представители жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения и сотрудники ДПС. Все они отчитались о готовности и рассказали о действиях подразделений во время ЧС. Задача группы – оповещение населения о предстоящей эвакуации посредством СГУ, охрана общественного порядка, недопущение мародерцев на период паводковой ситуации в местах эвакуации населения. У вас есть для осуществления именно окарауливания личный состав, который будет нести дежурство до окончания чрезвычайной Здесь ситуации? предусмотрен резервный личный состав, который задействован. Также подготовлены 5 моторных лодок, способных непосредственно приблизиться к местам. Во время паводка каждая из структур несет ответственность за определенные действия. Так, задача МБУ «Гранит» создать резерв автотранспорта для эвакуации населения на пункты сбора. ЛПТС должен обеспечить население необходимым запасом питьевой воды. АЗС, акционерная компания «Якутскэнерго», обеспечит своевременное отключение электрических подстанций. Здесь представлены службы комиссии по ЧС и ПБ, которые будут задействованы в паводковый период. Здесь у нас медицинские службы, службы Роспотребнадзора, наши предприятия города. У всех у них доведены функциональные обязанности. Осмотрев спецтехнику и пообщавшись с членами оперативных бригад, начальник службы спасения республики Иннокентий Андросов отметил, что смотр сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования при паводке, успешно проведен. Также в рамках подготовки к пропуску весеннего половодья комиссия осмотрела гидротехническое сооружение дамба. Заблаговременно подрядчик провел ревизию 22 водопропускных сооружений. На месте, где образовались откосы, работала техника, производила отсыпку. В этом году подрядная организация «Арарат» при подготовке к ледоходу учла все проблемные вопросы, что возникли в прошлом году. Напомним, что одна из заслонок во время половодья была приоткрыта, вследствие чего вода просочилась в город. Ревизия самой заслонки, смазка механизма, чтобы это все работало при необходимости. Вот. И в этом году мы мы сделаем, зафиксируем эти вентиля, чтобы, как в прошлом году не получилось, у нас в Мухтуе приоткрыли одну из заслонок, где запорные механизмы тоже отошли при этих действиях. И, конечно, даже закрыв заслонку, все равно вода просачивалась. Благо, что подрядчик у нас это ликвидировал в экстренном порядке вечером, ночью. Руководитель бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Петр Аргунов рассказал, что в Ленском районе проведено чернение льда на затороопасных участках на реке Лена по 4 схемам и по 5 на реке Нюя. Более 5 миллионов на эти мероприятия заложили, и уже сейчас конкурсные процедуры уже проведены, подрядчики определены, и мероприятие уже проводится. Это у вас зачернение льда. Самое главное, перед заторопасным участком у острова Батамайский. Мероприятие по зачернению проводится в Нюе. На это мы заложили из федерального бюджета больше миллиона рублей. Завершилась рабочая командировка правительства с заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям, где также обсуждался вопрос подготовки к паводку. Глава района на совещании отметил, что в Ленском районе под угрозу подтопления попадают 4 населенных пункта. Это более 23 тысяч человек. Готовы пункты. Для временного размещения создан стратегический запас продуктов и продовольствия на 30 миллионов рублей. Уже практика у нас была с наводнения 2001 года. Здесь также размещались граждане. Мы также проводили работу по приему граждан, по размещению, по выделению им гуманитарной помощи, кормлению, питанию, медицинскому обеспечению. Сейчас мы уже подошли к этому вопросу более серьезно. У нас есть специально оснащенные кабинеты, комната охраны, медика, матери, ребенка, пункт питания. Все это мы контролируем, поддерживаем в хорошем санитарно-техническом состоянии. И надеемся, что наша беда нас избежит, не будет никакого наводнения. В преддверии паводка были проведены командно-штабные учения, проверены системы оповещения, заключены контракты на установку временных гидропостов. По составу сил и средств у нас 1256 человек.
Значит, это количество уточняется по технике. Сформирован резерв материальных ресурсов. Всего запланировано на эти работы порядка 13 миллионов рублей предусмотрены в районе по поселениям. В процессе совещания отчитался о готовности к паводку и заместитель главы города Илья Крамынин. Определены источники хозяйственно-питьевого назначения, дополнительно заключен договор на подвоз питьевой воды и также договор на обеспечение горячим питанием. Для эвакуации людей в случае ЧС будут привлечены автобусы МБУ «Гранит», закрепленные за каждым из 10 сборных эвакуационных пунктов. Имеется на территории города 2 системы оповещения, это СООН и РАСЦО. В этом году паводок в Ленском районе прошел без осложнений, но ленчане следили за его прохождением с замиранием сердца, боясь повторения ситуации 20-летней давности, о которой до сих пор вспоминают как о страшном сне. Как только ледоход достиг границы города, на набережной стало многолюдно. Жители наблюдали за могучей и сильной нашей красавицей Леной, снимали на видео первые подвижки. Ура! Наша Леночка пошла. Посмотрите, как быстро она движется. Давайте понаблюдаем. Переживали, когда ледоход останавливался. Вот так она у нас поднимается, трескается на большие глыбы. Можно потрогать, подтолкать, чтобы быстрее она пошла. Еще больше волновались, когда вода начала прибывать. Некоторые начинали даже паниковать. Все, вода в городе прет уже. Вон. Краны затопило. Ситуация чрезвычайная. Межведомственная оперативная группа МЧС России по Республике Саха-Якутия, предназначенная для выполнения задач по пропуску весеннего половодья, в Ленский район прибыла 3 мая. В ее состав вошли сотрудники МЧС, спасатели, представители Ленского бассейнового водного управления, Министерства природных ресурсов, Якутского управления гидрометеослужбы, а также специалисты по взрывным работам. Все они контролировали ситуацию, пока ледоход не покинул границы Ленского района. На сегодняшний день у нас спланирована работа 8 межведомственных оперативных групп под руководством Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Также в составе 111 человек, 25 единиц техники, 3 воздушных судна, также 6 беспилотных авиационных систем. На сегодняшний день уже из города Хабаровска для усиления группировки в город Якутск вылетело еще одно воздушное судно МЧС России Ми-8, которое также будет находиться на дежурстве в городе Якутске. По необходимости мы его будем привлекать на маневрирование. Продолжает работу на базе ЦУПС Главного управления межведомственная рабочая группа правительства Республики Саха-Якутия. И также на сегодняшний день уже 3 оперативные группы, как я уже сказал, по Лене, по Алданове и по Амге уже приступили к своей работе с целью мониторинга обстановки, ну и оказания адресной помощи населению. Помимо этого, превентивные мероприятия, я хочу отметить, выполнены тоже на затороопасных участках. Также сформирован запас взрывчатых веществ в объеме 25 тонн. При необходимости эти объемы будут увеличены до необходимого количества. Также в каждой группе имеется команда взрывников, обученных для проведения взрывных работ на затороопасных участках. На случай необходимости мы будем привлекать и применять для проведения взрывных работ. На сегодняшний день все мероприятия спланированы, в соответствии с планами проводятся. Силы полностью к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, либо происшествия, связанные с весенним половодьем, готовы. Работу продолжаем. Напомним, ледоход в районе города начался 9 мая, на 3 суток раньше нормы. Опасных гидрологических явлений с самого его начала не наблюдалось. Продвигался он медленно, из-за нехватки воды в реке несколько раз останавливался. Ежедневно оперштаб совместно с представителями районной администрации выезжали на осмотр затора опасного участка у острова Батамайский Ленского района с применением беспилотных летательных аппаратов, проводили мониторинг паводковой обстановки. Также было организовано патрулирование и профилактические мероприятия в прибрежной зоне Уленска. Регулярно проводились совещания по видеоконференц-связи с заместителем министра МЧС Российской Федерации. Об обстановке на реке докладывал глава района и начальник Главного управления МЧС по Республике Саха-Якутия Павел Гарин. Река Лена, активная фаза ледохода проходит на территории Ленского района.
Нижняя кромка наблюдается у города Ленска, Ленского района. Уровень воды составляет 1256 сантиметров. Плюс 40 сантиметров за 4 часа, плюс 381 сантиметров за сутки. При критическом уровне 1760 сантиметров. Верхняя кромка у населенного пункта Хамра Ленского района. До города Ленска 73 километра. Уровень ниже рейки при критическом 1200 сантиметров. Протяженность ледохода составляет 73 километра. За сутки ледоход продвинулся на 73 километра. Паводковая обстановка развивается согласно прогноза. Угрозы потопления населенных пунктов и объектов экономики нет. Силы органов управления Ленского звена РСЧС к действиям по предназначению готовы. Доклад закончен. Активная фаза ледохода, как мы уже сказали, выдалась на вечер 9 мая. Уровень воды постепенно поднимался и достиг 1175 сантиметров. Ночью с 9 на 10 мая, по данным ЕДДС, ледоход остановился. Образовалась ледовая перемычка. Уровень воды достиг 1296 сантиметров, при критическом 1760. За сутки ледоход продвинулся на 73 километра. Ситуация развивалась в соответствии с прогнозом, рассказал Павел Гарин. Перемычки возникали в связи с недостаточностью воды в реке. Поэтому процесс ледохода немного замедлился. Это нормальный процесс прохождения ледохода на сегодняшний день. На основании этого все равно продолжает работу межведомственная оперативная группа Главного управления на территории Ленского района. В готовности у нас находится воздушное судно в часовой готовности, а также команда взрывников. Необходимый запас взрывчатых материалов на случай заторных явлений у нас имеется. Будем реагировать, поэтому опасения в ближайшие сутки на затопление и потопление населенных пунктов и объектов экономики на территории Ленского района не существует. В городе работало 5 гидропостов. Ситуация находилась днем и ночью под контролем опергруппы. Силы к реагированию находились наготове. Ежегодно паводок на Лени проходит по одному сценарию. Да, у нас отмечается ледовая перемычка. Она где-то в районе, возможно, острова Батамайский, либо еще выше Мурьи, так как по последним тоже данным, по информации наблюдателей, у них идет понижение уровня. Значит, примерно где-то вот образовалась эта перемычка между ними. И мы сейчас, оперативная группа, выезжает туда для осмотра и принятия какого-то решения дальнейшего, чтобы обезопасить ленчан. Так точно, это обычный процесс здесь ледохода, особенно в Ленском районе. Ему надо обязательно остановиться, подождать, набрать уровень, да, и он пойдет дальше. Но вот сейчас мы ждем, что вода подойдет, еще где-то, может, сантиметров 40-50, да, и это вот все должно сдвинуться и пойти вниз по реке. Ледоход стоял несколько часов, река набирала воду. И 10 мая в 21:25 возобновилось движение ледохода. И больше уже не прерывалось. Вода начала стремительно падать. Жители вздохнули с облегчением. Ленский район провел все превентивные мероприятия вовремя. Паводок прошел без осложнений. Чрезвычайной ситуации допущено не было. Контролировала ситуацию межведомственная оперативная группа регионального управления МЧС Российской Федерации номер 1 «Лена», которая после недельной командировки 11 мая завершила свою работу в Ленском районе и убыла в город Алекминск, где ситуация с ледоходом была серьезной. Но об этом наши коллеги расскажут уже в следующем выпуске.